Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Новое общественное пространство «Сквер газовиков» торжественно открыли в Якутске. Мероприятие посвятили 20-летию компании «Сахатранснефтегаз». 95 лет исполнилось со дня рождения заслуженного тренера и педагога Дмитрия Коркина. Торжественно возложили цветы к памятнику. Совсем скоро предстоит решающий выбор, как идет подготовка к голосованию в Хангаласском и Верхневилюйском районах. Объезд важнейших объектов. В Якутии работает секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с главой Асаном Николаевым они осмотрели социальные объекты. В план мероприятия включены открытие стелы в Алдане, сквера газовиков, визит семей, которым оказывают помощь, а также спортивных объектов. В частности, проверен ход строительства спортзала «Дворец единоборств» на улице Губина в рамках народной программы. Зал самбо-дзюдо нам нужен, потому что действительно у нас есть чемпионы, у нас есть ребята хорошие. И наконец у нас появится хорошая наша база, где мы сможем подготавливать наших ребят. Не отдавать их в другие регионы, а уже будет своя база, где мы можем готовиться и тренироваться. Также в Якутске в торжественной обстановке открыли сквер газовиков. Мероприятие приурочили к 20-летию компании «Сахатранснефтегаз». Сквер расположился на прилегающей территории линейно-производственного управления магистральных газопроводов Национальной нефтегазовой компании. Он представляет собой современное и комфортное пространство для отдыха с парковочными местами. Мероприятие завершили торжественным запуском газа в рамках соцгазификации в Чурапчинском и Горном Улусах. Сама задумка, она, конечно, долго носилась, и благодаря совместной усиленной работе команды «Сахатранснефтегаз», благодаря помощи города Якутска, конечно, и поддержке руководства, мы сегодня уже находимся на открытии такого замечательного сквера, который, наверное, украсит город Якутск, и это наш вклад газовиков именно в создание комфортной среды, и именно в 17-м квартале это символично. И как раз 3 сентября в России отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Десятки тысяч жителей республики так или иначе связаны с нефтегазовым сектором. В Якутии успешно функционируют Ленский, Нерюнгринский и Алданский филиалы компании «Газпром Трансгаз Томск», одного из самых быстрорастущих газотранспортных предприятий. Подробности в сюжете. Современная высокотехнологичная компания, которая стремится стать лидером отрасли. Именно так можно кратко охарактеризовать «Газпром Трансгаз Томск». Томское газотранспортное предприятие уже давно вышло за пределы одного региона и обеспечивает надежную эксплуатацию газопроводов в 14 субъектах Российской Федерации. Докладывает генеральный директор «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Иванович Бородин. Вместе мы сила. Сила Сибири, сила «Газпрома», сила России. В 2006 году «Газпром Трансгаз Томск» назначен ответственным за все создаваемые и приобретаемые «Газпромом» газотранспортные системы на востоке страны. За последние 15 лет введены газопроводы Сахалин-Хабаровск-Владивосток и «Сила Сибири», а протяженность трассы, которую обслуживают томские газовики, превысила 13 тысяч километров. Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, потому что именно они 46 лет назад заложили тот фундамент, который сегодня мы имеем, фундамент лидерства, заложили наши принципы, по которым мы сегодня работаем и двигаемся вперед. Организуя крупные мероприятия, реализуя прорывные проекты в области цифровой трансформации, принимая на себя все новые обязательства, «Газпром Трансгаз Томск» продолжает обеспечивать надежный транспорт газа. Высокий профессионализм остается ключевой характеристикой газовиков. Самое главное, что компания развивается, идет вперед, большие планы. И, безусловно, компания для нас абсолютно не чужая. Будет идти газификация населенных пунктов Республики Саха-Якутия от «Силы Сибири». И, конечно, в этих вопросах во всех мы с нашими партнерами из Томска будем и дальше работать.
Лидерство и надежность – так звучит девиз «Газпром-Трансгаз Томск». В ближайшие годы предприятие продолжит участвовать в крупных проектах «Газпрома» в программе газификации восточных регионов страны. Но лидерами газовики являются не только в производстве. Пропагандируя здоровый образ жизни, поддерживая социальные учреждения, проводя благотворительные акции, «Газпром-Трансгаз Томск» вносит важный вклад в повышение качества жизни на территории 14 регионов страны. 95 лет исполнилось со дня рождения заслуженного тренера и педагога Дмитрий Петрович Коркин. Искренний патриот своей страны, воспитал 2 олимпийских чемпионов и призера Олимпийских игр, чемпиона игр доброй воли, 5 чемпионов мира, 4 заслуженных мастеров спорта, 13 мастеров международного класса и свыше 160 мастеров спорта Советского Союза. Сегодня официальные лица, работники подведомственных учреждений, воспитанники Республиканского училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, отдавая дань памяти, возложили цветы к памятнику Дмитрию Коркину. Всему человечеству он должен быть всегда узнаваемым, потому что он кристально чистый человек. Такого человека я 72 года живу на земле, очень редко встречал. Один из таких – это Дмитрий Петрович Коркин. Я очень ценю, люблю и горжусь, что я у него учился. Активная подготовка к 3-дневным выборам продолжается. В Верхневилюйском Улусе организованы 34 участковые избирательные комиссии. По данным на 1 июня почти 13 тысяч избирателей. В больших населенных пунктах есть по 2 участковые избирательные комиссии, в маленьких наслегах по 1. Все они обеспечены нужной техникой. Напомним, 8 и 9 числа участки будут работать до 8 часов вечера, а 10 сентября до окончания ввода данных протоколов УИК об итогах голосования. По механизму «Мобильный избиратель» всего по Улусу 440 заявлений поступило от избирателей. 34 наших избирательных участка все готовы к проведению голосования. 8, 9, 10 всех ждем. Наблюдателей всего назначено 62 наблюдателей от партии «Единая Россия» и КПРФ, а также от 2 кандидатов всего 54 человека. В Новохангаласском Улусе, кроме главы региона и депутатов Филтумен, выберут депутатов районного совета, а также состав депутатов обновится в 2 наслегах – в Жерском и Актемском, а жители Бестяха изберут своего главу. В районе откроют 30 избирательных участков, общее количество голосующих более 22,5 тысяч человек. Сейчас члены участковых избирательных комиссий готовят помещения, принимают заявления о голосовании на дому и уточняют списки избирателей. Нынче мы ходим по домам, обходчики так называемые, да, разъясняем, какие права имеются, мы опрашиваем граждан о том, какое отношение они к выборам имеют, придут ли они на избирательный участок, и раздаем пригласительные на участие на выборах. У нас в этом году по избирательному участку 11, пока мы выявили вновь только голосующих, имеющих право выбора. Это граждане, которым исполнилось 18 лет. Мы их ждем на участке, приглашаем. Идем далее. Вилюйский филиал ГУП ЖКХ полностью готов к новому отопительному сезону. Летом проведены ремонтные работы сразу на нескольких объектах, отремонтированы тепловые сети, а буквально на днях произведен пробный запуск и устранены мелкие доработки. Начиная с 7 сентября тепло подадут на территории всего Вилюйского района. В этом году подготовка к отопительному сезону уже завершена. 7 сентября начнется отопительный сезон. Все котельные, 52 котельные уже полностью готовы к отопительному сезону. В этом году было летом отремонтировано 2,5 километра тепловых сетей, 8 насосов и заменено 4 котла. Все специалисты уже вышли из отпусков очередных, то есть 7 сентября в срок полностью будет подача тепла всем объектам.
Безопасная Арктика. В Якутии в рамках экспедиции МЧС России вездеходы «Бурлак» прошли 300 километров по бездорожью. 9 человек добрались из Удачного в Оленек на 2 вездеходах. Машина отечественного производства способна перевозить людей и до 2 тонн груза. Вездеход способен легко пересечь озера, болота и реки. Внутри машины 6 спальных мест, мини-кухня, биотуалет. По бездорожью путешественники преодолели 300 километров за 10-12 часов. Расход топлива составил 100-150 литров. В отдаленные населенные пункты завоз продуктов возможен только авиацией. Во время испытаний доставлен груз населению. И поездка обошлась существенно дешевле перевозок воздушным путем. Мы хотели показать, что появились новые машины, новый вид техники, для которой не надо строить сельские дороги, мосты, которые отрезают населенные пункты. И в летнее время можно перевозить любые фрукты, овощи. Очень хорошо показали. В принципе, есть куда расти. Я рад, что компания «Вездеходы Бурлак» она решилась на дорогостоящие испытания зимой и летом. В селе Киптин Горного Улуса по программе модернизации школьных систем образования завершился капитальный ремонт школы 1990 года постройки. На работы было выделено 67 миллионов рублей. Подрядчик начал в апреле текущего года. Теперь каждый учебный кабинет оснащен новым оборудованием и мебелью, проведено благоустройство. В новой школе учебный год встретили с особенно позитивным настроением. Сегодня по-настоящему яркий и знаменательный день для истории нашего алтанинского наследия, Горного Улуса в целом, так как сегодня завершился капитальный ремонт по федеральной программе модернизации школьных систем «Наша школа». И мы, как ребята, называем его «Наша старая новая школа». Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Диалс Групп». Пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность администрации Горного Улуса, Никите Викторовичу Андрееву, Министерству образования, Управлению образования и, конечно же, нашим работникам ООО «Диалс Групп». И о погоде. Снижение температуры, мокрый снег и сильный ветер. Завтра возможны заморозки до минус 5 градусов. Понижение температуры на 10 градусов. Порывы ветра до 14 метров в секунду и мокрый снег прогнозируют синоптики в некоторых районах Якутии. На юго-востоке, северо-востоке, ночью на юге и в центре преимущественно без осадков. На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на северо-западе, Нижней Лене мокрый снег, порывы ветра местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 5 градусов, где-то до минус 5. В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 12, плюс 14 градусов. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.